День детского движения в Республике Саха-Якутия отмечается указом главы республики 5 декабря. В честь этого праздника во Дворце детского творчества состоялся торжественный концерт. Более 400 активистов со всего города и пригородов отметили свой профессиональный праздник. О своей работе они рассказали на представленной выставке. Поздравить активистов пришли и педагоги, старшие товарищи. Хочу отметить, что в городе Якутске в школах города обучается более 47 тысяч детей. И практически все они являются членами общественного движения школьников. Сегодня общественное движение школьников, юных горожане объединяет очень много различных объединений детских. Это и интеллектуальные, спортивные, это юнармия, это, значит, другие объединения по интересам. И сегодня стоит перед вами большая задача, чтобы все дети города, которых занимаются в разных объединениях, были едины, чтобы возродился дух патриотизма, чтобы наша республика, наш город и наша Россия была самым передовым. В этот день самых активных и эффективных лидеров школ отметили номинациями. Призы получили лучший директор по поддержке детского движения, педагог-организатор, а также выбрали лучшее детское общественное объединение. Им стал педагогический отряд «Здравствуйте» детского подросткового центра. Победителями в номинации «Лучший лидер детского движения» были выбраны 7 школьников. Среди них Александр Пчелкин, активист 7-й школы. Я являюсь лидером информационно-медийного направления российского движения школьников. У нас реализуется все 3 направления, а также мы добавили свою 4-ю. Для меня общественная деятельность значит много, потому что я хочу саморазвиваться, потому что саморазвитие – это самое главное, что должно быть. И саморазвитие не должно прекращаться. Все победители получили от Управления образования города сертификаты на путевку в лагерь Республики Крым. Педагоги-организаторы отмечают, что активистов среди учащихся становится все больше. Дворец детского творчества, являясь опорной площадкой развития детского движения, всегда рад принять в своих стенах. В Коворкин-центре параллель 62.